9 ноября средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,21 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,21 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,2126 до 10,13 сомони, 1 евро от 10,2146 до 10,23 сомони, 1 российский рубль от 0,1630 до 0,1645 сомони. Мировые цены на нефть в среду утром несколько снижаются после выхода данных о значительном росте запасов этого сырья в США. Также на рынках продолжают влиять опасения продолжения антиковидных мер в Китае, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Цена на нефть марки Brent составила $94.92 за баррель, марки WTI $88.37 за баррель. Цена на золото в среду утром немного снижается при увеличении доходности американского госдолга, но пытается закрепиться выше $1700 за тройскую унцию, отметки, преодоленной после сильного роста котировок накануне, следует из данных торгов. Азиатский банк развития прогнозирует сокращение притока денежных переводов трудовых мигрантов из России в Таджикистан на 25%, с $2,25 миллиардов в 2021 году до $1,69 миллиардов в 2022 году. Об этом говорится в отчете АБР. Это будет иметь значительные социальные последствия, поскольку более 50% домохозяйств полагаются в основном на денежные переводы, подчеркивают аналитики этой организации. Отмечается, что жители беднейших регионов и районов страны обеспечивают свои потребности в продуктах первой необходимости за счет денежных переводов. Экономисты АБР обосновывают свои прогнозы сокращением рабочих мест в тех секторах российской экономики, где традиционно трудятся таджикские мигранты, услуги и строительство. В отчете говорится, что Таджикистан сильно зависит от денежных переводов, 80% которых поступают из России, где работает около 1 миллиона граждан республики. Ранее генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков заявлял о высоком риске сокращения денежных переводов таджикских трудовых мигрантов из России из-за объявленной российским руководством частичной мобилизации. В Душанбе сегодня, 9 ноября, состоится 18-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Российской Федерацией. Заседание пройдет под руководством премьер-министра Таджикистана Кахира Расулзода и заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Аверчука. В ходе встречи стороны обсудят актуальные вопросы торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества Таджикистана и России. В прошлом году 17-е заседание проходило в Москве. Тогда стороны обсудили сотрудничество двух стран в области сельского хозяйства, здравоохранения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Египетская электротехническая компания LCVD Electric планирует строить в Таджикистане гидроэлектростанцию, а также предприятия по производству трансформаторов, кабель и другой техники и оборудования в сферах электрической энергии и связи. Об этом сообщает пресс-служба президента страны. Данные вопросы были обсуждены на встрече президента Таджикистана Эмомали Рахмона с главой LCVD Electric Ахмадом Аль-Сувейди. Встреча состоялась в минувшее воскресенье в городе Шарм-эль-Шейхе в рамках 27-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Сообщается также, что соответствующие предварительные договоренности достигнуты руководством этой компании с Министерством промышленности и новых технологий и Министерством энергетики и водных ресурсов Таджикистана. Экономический рост в Таджикистане по итогам третьего квартала текущего года замедлился до 7,8% с 8,9% в аналогичном периоде 2021 года. Об этом сообщает Статведомство республики. Главным драйвером экономики страны в этом году является сельское хозяйство, на которое приходится 25,5%. В соответствующем периоде прошлого года данный показатель составлял 23,2%. Доля же промышленности, наоборот, сократился на 1 процентный пункт до 17,7% с 18,7% в январе-сентябре прошлого года. Также сравнительно больше вклада в рост экономики страны внесли торговля – это 15%, налоги – 9,7% и строительство – 8,5%.
Несмотря на это, правительство в соответствии с национальной стратегией развития на 2016-2030 годы ожидает к началу следующей десятилетия превратить Таджикистан в индустриально-аграрную страну. Для этого планируется наращивать промышленные и энергетические мощности, сокращая зависимость экономики страны от сельского хозяйства. Доля промышленности в странах с индустриально-аграрным типом экономики, по мнению специалистов, должна составлять минимум треть ВВП и преобладать над долей сельского хозяйства. Министр экономического развития и торговли Таджикистана Завкиз Завкизода положительно оценивает процесс превращения аграрно-индустриального Таджикистана в индустриально-аграрную страну. Объем импорта муки в Таджикистан с начала текущего года составил около 38 тысяч тонн. Об этом сообщили в профильных ведомствах экономического блока страны. По данным источника, за 9 месяцев текущего года в республику поступило около 38 тысяч тонн муки на сумму более 13,6 миллионов долларов. За этот период в республику завезено свыше 638,8 тысяч тонн пшеницы на сумму 217,3 миллиона долларов. Основным поставщиком муки и пшеницы на таджикский рынок остается Казахстан. По данным источника, в настоящее время порядка 90% внутренней потребности Таджикистана в муке удовлетворяется за счет отечественного производства. Между тем, в указанный период в стране произведено свыше 947,1 тысячи тонн зерновых, в том числе более 715,5 тысяч тонн пшеницы.